Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, каумага дуттар. Недавно разговаривал с одним известным башкирским деятелем. Разговаривали долго, почти 2 часа. И он как-то вот в этом разговоре сказал такие слова, которые мне запали глубоко в голову. Я бы хотел бы с вами этими словами поделиться. Ну и вообще мысли по поводу этих слов. Он сказал о том, что во время баймакских событий, мы помним, да, как они развивались, мы помним, как началось с чего вообще, да, то, что на Фаиле было возбуждено уголовное дело, вообще несправедливое, незаконное. Ну, просто на человека нашли какой-то там повод, где нету никакого состава преступления, где он ничего такого не говорил, за что можно было бы действительно сажать человека на 4 года. Однако власть завела уголовное дело и посадила. И мы помним, что когда это уголовное дело, о том, что завели уголовное дело на Фаиле, стало общеизвестно, вся башкирская общественность, весь башкирский народ об этом узнал, перед самым судом много-много людей начал записывать слова в поддержку Фаиля Алсынова. Записывал, особенно очень много молодых известных людей с разных профессий, разных рода занятий. Но также были и, конечно же, уважаемые пожилые люди, тоже разных профессий люди записывали. И вот, когда я разговаривал с этим башкирским деятелем, он сказал, что вот не хватило критической массы людей, известных людей, которые выступили в защиту Фаиля Алсынова. Да, их было много, но на самом деле этого было мало для того, чтобы остановить это дело, или, по крайней мере, чтобы Фаилю не давали реальный срок. Если бы на Фаиле, если бы вот в защиту Фаиля выступил весь народ, да, вот максимальное количество, не побоялись бы, все ломы, да, лидеры общественного мнения башкирские, все известные общественные деятели, все там певцы, актеры, писатели, поэты, музыканты, все, кто вот действительно считает на самом деле, что это дело было сфальсифицировано, что это была просто месть Фаилю за его общественную деятельность. Если бы вот народ выступил бы максимально массово в поддержку Фаиля Алсынова, он говорит, что не было бы никакого реального срока, и, скорее всего, дело ограничивалось бы, максимум условным сроком. Но вот не хватило вот этой вот критической массы поддерживающих. Мало того, еще надо напомнить, что с той стороны были Хатопендер, Манкурттар, которые выступали наоборот с позиции осуждения Фаиля. Да, мы помним, та же самая, там, допустим, тот же самый там Юлдаш Юсупов, там, Зухра Баракаева, да, вот. И, то есть, как бы это все вместе не произвело эффекта на власть, в первую очередь на власть в Москве. Если бы в Москве бы на самом деле увидели бы, что за Фаиля выступает такое огромное количество людей, записывают видеообращения массово, то я думаю, что действительно все закончилось бы достаточно хорошо для Фаиля. Вот такие слова он сказал, я подумал, что да, действительно, возможно, иногда мы, конечно, встаем на защиту, но не доводим дело до конца. И не было бы, возможно, никаких баймакских событий, вот этих вот арестов, последующих смертей, если бы народ, общественность башкирская в самом начале проявила бы себя активно, выступив в поддержку нашего земляка, нашего известного общественного деятеля, который действительно ничего не делал плохого, отец 4 детей, постоянно выступал в защиту башкирских прав и интересов, в защиту башкирского языка, культуры, истории. И мы все понимали, что творится несправедливость и зло. Поэтому нам сейчас, вот в это сложное время, когда нас пытаются разъединить, когда
известных людей башкирских, власть пытается перетянуть на свою сторону и замазать в своих грязных делах, там, заставляя записать какое-то там обращение с осуждением там, Фаиля Алсынова, в поддержку там, Хабирова и его власти, там, в поддержку Путина, в поддержку войны вот этой СВО. Здесь нам нужна консолидация общества и показать, что вот мы вместе, и мы не готовы, и мы не хотим поддерживать Хабирова, он для нас чужой в республике, что мы не готовы и не хотим поддерживать эту войну, которая, ну, на самом деле, это же война преступная, да, то есть она ведется там на территории другого государства, разрушаются города, захватываются территории, убивают мирных жителей. Что хорошего может быть в этой войне? Мы же, башкиры, не свою землю защищаем, не башкирскую, на Башкортостан никто не нападал. То есть, ну, вот эти элементарные правила жизни, правила о добре и зле, которые мы все вместе всегда читали, там, Урал-Батыр, в эпосе Урал-Батыр, допустим, да, или в произведениях известных классиков, в том числе башкирской литературы. Я думаю, что в будущем нам сейчас надо все вместе консолидироваться, объединяться, да, и показать, что вот мы не будем больше поддерживать эту власть. Да, мы не хотим, скажем так, выступать открыто. Мы не хотим там устраивать какие-то митинги. Мы понимаем, что сейчас время такое, когда репрессии там, за любой там, вышедший человек с пустым плакатом листка уже может там, присесть надолго. Вот. Да, мы это не будем делать, но мы и не будем вас поддерживать. Такой вот, знаете, моральный бойкот. Бойкот всей вот этой государственной власти, всей этой системе, всему этому преступному режиму. Не поддерживать во всем, не участвовать ни в чем, не ездить, куда они просят. Пусть они там деньги предлагают. Всегда, ну, лучше дома там выпить стакан чая с пустым хлебом, но с чистой совестью, и ты знаешь, что в будущем тебя никогда не осудят за это, чем ты будешь сидеть там, намазывать икру, да, на какой-нибудь батон, но тебя со всех сторон просто будут ненавидеть за то, что ты сделал. Поэтому, Башкиртар, давайте объединяться в борьбе, просто даже не в борьбе, а просто объединяться против этой власти. Всем своим народом, всем нашим обществом будем показывать неприятие этой власти, неприятие этого режима, что нам не нравится, нам это не нужно, и мы против того, что творится в нашей республике и среди нашего народа. Рахмат, хау болғыр.